Привет! Краткая история – это простой и легкий способ разобраться в любой теме. И сегодня мы обсудим одну из самых удивительных вещей в жизни – музыку. Она существует испокон веков. Ведь люди музыкальны по своей природе. Только с помощью тела мы можем производить разные звуки – пение, хлопки, топанье. Но как люди научились записывать музыку, откуда взялось богатство жанров и когда мы стали брать музыку с собой в дорогу? Музыка родилась вместе с первыми людьми в Африке 50 тысяч лет назад. Если не считать музыкальным инструментом наш голос, первым из них была флейта. Возраст древнейших экземпляров больше 35 тысяч лет. Потом музыку стали не просто петь, но и записывать. Первую песню написали на клинописи. В Древней Греции 7 века до нашей эры поэт Тирпандр начал использовать одинаковые распевки, чтобы лучше запоминать стихи, а еще сделал апгрейд кифары. К 4 струнам добавил еще 3. Так почти появилась октава. В 1025 году Гвидо d'Arezzo навсегда изменил музыку, придумав нотную запись. Появились знакомые всем названия нот, и мелодию с листа теперь мог спеть кто угодно. Работу начали первые композиторы, которые заложили основу многоголосой музыки. Уже к 1300 году формируются музыкальные жанры. Совсем другой стала задача музыканта. Недостаточно было исполнять музыку, нужно было творить новое и нарушать каноны. Композитор Гийом де Машо, например, сочинил разные партии для многоголосия, которые гармонично звучали вместе. Так появилась полифония. Но музыка по-прежнему была доступна не всем и развивалась больше вокруг церкви. В 1501 году итальянец Петруччи напечатал на станке первый нотный сборник и подарил музыку массовому зрителю. Огромную работу проделали и мейстерзингеры, профессиональные певцы. Они упрощали церковные хоралы, делили их на части и выпускали песенники для народа. Можно считать, что с тех времен песни начали делить на куплеты и припевы. Появляются новые музыкальные инструменты – струнные. Их придумали не по отдельности, а группой, подражая голосам певцов. Удивительно, но с того времени струнные почти не изменились. Приблизительно в 1600 году в Италии родилась опера. В новом жанре музыка стала основой действия на сцене, а не просто дополнением. Самые первые оперы – «Дафна» и «Эвердика». Успех новой формы искусства был таким грандиозным, что уже через 37 лет открылся публичный оперный театр Сан-Кассиано в Венеции. Сложно поверить, но у оперы были и противники. Ее ругали за симпатичные мелодии и костюмы, за акцент на сольное пение. 1686 год. Скрипач и композитор Корелли придумал инструментальный концерт, где солирующий инструмент соревнуется с целым оркестром. Наконец-то все внимание было приковано к инструментам, а не к голосу певцов. Особую популярность концертам принес Антонио Вивальди. Композитор сочинил более 500 композиций и создал концерт, где солисткой стала скрипка. В начале 1700-х годов пришло время фортепиано. Бартоломео Кристофори усовершенствовал клавесин, изменив клавиши так, что можно было играть и громко, и тихо, смотря как коснешься инструмента. Иоганн Себастьян Бах написал сборник пьес для всех 24 тональностей инструмента. Хорошо темперированный клавир. Композитор узаконил мажор и минор и доказал, что в любой тональности музыка звучит хорошо. Чем больше становилось инструментов, тем больше музыкантам надо было времени, чтобы вместить их в произведение. В 30-е годы 18 века появилась крупная форма – симфония. Создателем классической формы считается Гайден, а развивали ее Моцарт и Бетховен. Эту тройку называют венскими классиками. 1781 год. Моцарт стал первым профессиональным композитором. Он был своего рода фрилансером. Жил отдельными заказами, продавал права на ноты и давал концерты. Были и другие музыканты, виртуозы. Первым считают скрипача Никколо Паганини, которого обожали за мастерскую игру и загадочное поведение. Основателем русской классической музыки в XIX веке был Михаил Глинка, который любил использовать в произведениях фольклорные мотивы. В 1875-м начинается мода на русскую музыку. В Бостоне с успехом отыграли концерт Чайковского. А на Всемирной выставке в Париже фурор произвела «Могучая кучка» содружества Мусорского, Бородина, Римского-Корсакова и Кюи. В 1877-м Томас Эдисон представил фонограф – устройство, которое записывало и проигрывало мелодию.
Через 10 лет его сменил граммофон. А еще десяток понадобился, чтобы появилась первая запись с миллионным тиражом. Ария «Смейся, паяц» в исполнении Энрико Карузо. Кстати, Карузо оказался одной из жертв популярности. Перегрузки подорвали здоровье артиста. Наступил новый 20 век, и классическая музыка изменилась вместе со вкусами публики. На место гармонии пришел диссонанс. Шумовые инструменты и партитуры для них – полиметрия. Сочетать в мелодии два разных ритма додумался Стравинский. На такой технике построен весь джаз, эра которого как раз набирала обороты. В 1917-м вышла первая джазовая грамм-пластинка группы Dixieland, а Чикаго стал столицей джаза. Именно этот жанр считают первым феноменом глобализации в музыке, потому что джаз – смешение культур Америки, Африки и Европы. 1924 год. Джордж Гершвин решился соединить джаз и классическую форму, написав «Рапсодию в голубом» для фортепиано и джаз-оркестра. Смешать музыку черных и белых такого себе никто не позволял. Но Гершвин не прогадал. Этот стиль полюбили во всем мире и положили в основу голливудской киномузыки. За несколько лет до Первой мировой войны в США наступил кризис. Многие джазовые коллективы распались. На плаву остались те, кто играл псевдоджазовую танцевальную музыку – свинг. Невероятную популярность получили большие оркестры, например, оркестр Гленна Миллера. Их дебют состоялся в Нью-Йорке в 1937-м, а через 5 лет песня оркестра «Чаттануга Чу-Чу» превысила цифру в 1 200 000 экземпляров и стала первым золотым диском в истории грамм-записи. Основываясь на джазе и блюзе, в конце 40-х годов появился песенно-танцевальный ритм-н-блюз, он же известный каждому R&B. Поначалу такое название составители хит-парадов дали негритянской популярной музыке. Журнал Billboard в процессе подготовки афроамериканского чарта посчитал, что название расовой записи довольно-таки оскорбительно и стал использовать в своих рецензиях новый термин «ритм-н-блюз». 1952 год. Джон Кейдж сочинил пьесу «4:33». Она могла показаться странной, ведь музыканты во время ее исполнения вышли на сцену с инструментами и ничего не играли в течение 4,5 минут. В чем был замысел композитора? Кейдж хотел, чтобы тишину и паузу воспринимали с такой же важностью, как и ноту. Ему это удалось. В этом же году радиодиджей Алан Фрид заметил, что молодежь потянула на ритмичные негритянские звучания, те самые джаз и R&B. Пытаясь представить такую музыку белой аудитории, диджей назвал ее рок-н-роллом. Подросткам все понравилось, но старое консервативное поколение объявило жанру и всем его атрибутам в виде джинсов и свободных танцев войну. В 1954 году положение дел немного изменил белокожий музыкант Билл Хейли, записав с группой треки в стиле рок-н-ролл. А вскоре у мира появилась музыкальная икона Элвис Пресли, чья дебютная пластинка «Heartbreak Hotel» стала самым крупным успехом того времени. В начале 60-х годов границы рок-н-ролла расширились, и появилось самостоятельное направление – рок-музыка. В ней нашли отражение политические события, протесты, мнения бунтующего поколения. На первый план среди инструментов вышли электро- и бас-гитары. В 1963-м случился первый успех рока. Волна битломании обрушилась на мир. Британцы The Beatles в один миг забрали себе всю славу, и 60-е прошли под знаком их безраздельного доминирования. Продав более 1 миллиарда пластинок и кассет, Битлы стали самой популярной группой всех времен и народов. Вслед за роком формировался и совершенно иной стиль – хип-хоп. Первые речитативы под бит читали афроамериканцы на уличных тусовках Нью-Йорка. За пределами гетто стиль не признавали. Радио и ТВ не видели записи хип-хопа до 1979-го, когда группа The Sugar Hill Gang выпустила первый коммерческий рэп-хит «Rapper's Delight». Но год запомнился не только рэпом, он стал революцией в прослушивании музыки. Новое аудиоустройство Walkman позволило людям брать музыку, которую они любят, с собой куда угодно и слушать, не мешая окружающим. Изначально инженеры компании Sony придумали Walkman для своего директора, чтобы тот слушал музыкальные оперы во время частых перелетов. В 80-е годы набирает обороты поп-музыка. Появился музыкальный канал MTV, целая индустрия производства видеоклипов и концертных шоу, которые собирали стадионы. Майкл Джексон и Мадонна находятся на пике популярности. Они стали поп-звездами, артистами, которых преследовала пресса и чья личная жизнь была интересна так же, как и музыкальная карьера.
21 век, век интернета, сделал музыкальную индустрию еще более массовой. Треки музыкантов гуляли по сети, и звукозаписывающие компании начали пристально следить за авторскими правами. Но зато о себе мог заявить любой исполнитель, а жанровое разнообразие становится все больше. Сейчас, чтобы послушать музыку, нужен всего лишь телефон и хорошее интернет-соединение. Сказать, что случится с музыкой дальше, невозможно. Это явление столь разнообразно и неотъемлемо от эмоций и чувств человека, что остается только наслаждаться новыми треками и мелодиями. А какую музыку любите вы?